Добрый вечер. В эфире Прайм на телеканале АТР. Это время интересных встреч и разговоров таких, серьезных, глубоких и долгих. Не так часто бывает, чтобы в гостях в этой студии были актеры, но еще реже бывает, к сожалению, не знаю, почему так сложилось, что актрисы. Актрисы, это для меня, как бы у моей мамы лучшая подруга, одна из лучших подруг была актриса, и я вот вырос в театре, в этом за кулисами где-то там ходил, всю эту пыль за кулисье я знаю, и как-то такое таинство для меня всегда было, театр, но кино это кино, да, это вообще какой-то такой мистический мир. Я рад вам представить сегодня нашу гостью. Она актриса театра и кино, причем она уроженка Крыма и начинала свою карьеру в Крыму, а сейчас работает, живет и показывает свои работы киевской публике. Это Анна Еремчук, актриса театра и кино. И родом вы откуда? Из Симферополя. Из Симферополя. Да. Рассказывайте из Симферополя. Я как бы к переезду потом мы вернемся. Мне интересно, мы же не родились никто в Крыму. Из тех, кто после 44-го года, да, и до 89-го, 90 какого-то там по-разному, да, мы никто в Крыму не родились. А вы как раз родились и выросли в Крыму, где нас не было. Вот как вы росли, слышали вы что-то о крымских татарах тогда? Негативное, позитивное, ничего? Мне интересно, правда. Расскажу. У меня вообще по маминой линии ходит род, у нас даже есть легенда, не знаю, насколько это правда. Еще это, когда была Крымская война, из Орловской губернии пришел такой Федотов, украл у крымско-татарского князя, по-моему, говорили, дочку. Вот, поселились они в Ялте, оттуда пошел род Федотовых. Поэтому, то есть по маминой линии уходят, я даже не знаю куда, корни наши крымские. Потом папа приехал из Винницкой области работать на молокозаводе нашем Симферопольском, познакомились, и вот так родилась я. С мамой познакомились? Да, познакомился с мамой в Перевальном. Мама из Перевального, всю жизнь там то есть у вас, по сути дела, период, я не знаю, какая-то там Крымская война была, но приехали во время Крымской войны, да? Получается, какой, 800-й год, наверное, потому что это прапрадедушка мой. Я думаю, что это вторая половина, наверное, да. 19 века. Да, кстати, был момент, не знаю, опять совпадают годы или нет, 61-62 годы. Это было наибольшее выселение крымских татар из Крыма. 8 из 10 людей были высланы. Про ту депортацию мало Никто вспоминает, да? Но это факт. Это просто есть в справочниках. Может быть, да. И в этот период заселяли Крым людьми разными, и в том числе и ваши предки туда. Да, из Орла. Дедушка, он потом был егерем в Ялте, вот, или в Льнесичестве, потом была война. Вот, потом родилась моя мама, моего дедушки. Папа приехал из Винницкой области, родилась я в Перевальном. И до 17 лет я жила в Симферополе. Потом я поступила в театральный институт и уехала вот в Киев, и с тех пор я живу. Так вы с 17 лет уехали? Да, 17, вот. А мама до сих пор дома, до сих пор там, в Крыму. А что касается крымских татар, ничего, это может быть, мне даже с одной стороны стыдно, наверное, ничего. До 90, когда начали приезжать? 90... это конец, 89-й год. 80, да, Вот в 89-м году у нас появилась Сусанна в классе, Руслан Гафуров, вот. То есть начали появляться ребята крымские татары. Что, вы сами прекрасно знаете, что говорят, наверное, в Крыму, про крымских татар говорили, что приедут, заберут все, заберут землю, вот, зачем они здесь нужны и так далее и тому подобное. Но когда началась оттепель, начали приезжать, у меня были прекрасные отношения, я дружила, у нас было много друзей, крымских татар у папы, папа вообще, вот он у меня ушел 4 года назад, производство у него было свое, и с ребятами, с крымскими татарами они вместе работали, и когда он ушел, то помогали как раз крымские татары мамы. Я здесь, брат тоже здесь, она там одна, и если бы не они, я не знаю, как она пережила. Подожди, а ты не ездишь в Крым? Езжу. Да, езжу. Но давно уже не была, 2 года я не была в Крыму. Вот так вот. И возили, сколько спектаклей мы в Крым возили. Вот и у нас есть спектакль «Бер-Елу» на спільному шляху.
про украинцев и крымских татар, где рассказывается абсолютно наша общая история и говорится о том, что когда мы вместе, то никто не страшен. Как только каждый начинает тянуть. А расскажи, я не видел этот спектакль. Да, ну, конечно, не видели, он... потому что он в 2012 году он был. Мы ездили с ним в Крым, в Бахчисарае жили и работали. Боже мой, в каких мы в школу? Мы в Кольчугино возили в школу крымско-татарскую. Какие там прекрасные дети, как они смотрели спектакль. Это невероятно. Спектакль о чем? Девчонка, я играю эту девочку, учится на журфаке в Таврическом нашем университете, Симферопольском. Вот. Первая версия была этого спектакля, начинался с разгона крымских татар на Айпетре. Это какой год, я уже не помню. Я знаю людей, которых там разгоняли. Да, вот. Начинался с этого, было видео спектакля. То есть девочка Оксана сидит, учится, готовит какой-то диплом, и тут ей сообщают, что идет разгон на Айпетре. А там ее парень, Рустем. Она очень сильно переживает, но из-за того, что долго не спала, она усыпает. И тут к ней во сне приходит Мамай, казак, и начинает рассказывать всю историю нашу общую крымских татар и украинцев. Потому что ее волнует вопрос, она любит Рустема, а это інша віра, чи можна, чи не можна бути разом. От. І Май каже, давай разберемся. И вот разбирает всю нашу историю, как мы жили вместе, какие успехи были, когда мы дружили, что было, когда Богдан Хмельницкий ушел в Россию, к России отошел. Вот. Что случилось. То есть не выиграл ни один народ. Нет, конечно. Никто не выиграл. Выиграл один, ну да, не выиграл один народ. Народ, который мы не будем упоминать. Да, Суе. Вот, да. Анна, вы себя считали с самого детства украинкой или не задумывались над этим? Или наполовину русской, или как вообще? Крымчанкой? Там же есть... Крымчанка, конечно, это же все же крымчане, да. Но украинка, у меня папа с Винницкой области. Вот, я знала с детства украинский язык. Мы когда ездили к бабушке, все же летом едут в Крым. А мы из Крыма в Винницкую область, вот, на озера к бабушке. И когда в поезде ехали, все говорили, так, все, переключаемся на украинскую. Вот, поэтому я считала себя всегда украинкой. Ну, как-то так папа привил, наверное. Хотя, как бы, мамина половина у нас, да, они исконно русские. Я говорю, откуда ж, если вы на 1/4, если так посчитать, потому что бабушка из Херсонской области, вот, получается, прапрабабушка, мы даже не знаем, как ее, вот я не знаю, как зовут, то есть прапрапрадеда знаю, что он Федотов, а вот имя, и кто была бабушка, то есть или крымская татарка, или гречанка, потому что у нас еще очень много греков есть родни в семье, вот, но я себя всегда считала украинкой. Я училась, ходила на украинский язык и литературу, у нас же тогда можно было отказываться от украинского языка, и нас было всего в школе 15 человек. Вот. Украинская литература у нас отменилась в 6 классе, у нас не было ее, остался только украинский язык. И когда я приехала поступать в Киев, то вот то, что я сейчас актриса, это тоже благодаря крымским татарам. Ну-ка, расскажи, интересно. Вот. Даже параллельно набирался крымско-татарский курс для нашего крымско-татарского театра. А так как у нас не было украинской литературы вообще, то есть, а как я могу сочинение написать на украинском? Ну, и на украинском языке еще ладно, диктант я напишу, я украинский писала хорошо, знала, а украинскую литературу я вообще не знала. Кто такие Садовские, эти браты Тобілевичи, я знала только Лесю Украинку, ну так поверхностно, и Тарас Шевченко, кто такие, все. Вот. А ребята, крымские татары, писали, естественно, на русском языке, они писали сочинения, и меня к ним в группу, и я вместе с ними писала на русском языке. Написала, сдала, написала правильно, по баллам я прошла и стала актрисой. А так бы, если только бы украинский курс набирался, подожди, я бы не смогла. Под видом крымской татарки, что ли, поступила? Ну, по сути, мне всегда говорили, говорят, что ты не на крымско-татарском курсе учишься? Я говорю, ну я не крымская татарка, я не знаю крымско-татарского языка. Они говорят, слушай, у нас был еврейский курс, так там был только один еврей. А скажите, я что-то... Анна, скажите, пожалуйста. Нет. А с кем вы учились? Это же у нас народ не очень большой, все всех знают. Конечно, конечно. Ну, во-первых, на параллельных курсах на режиссуре учился тогда у Каноненко Ахтем Сейтаблаев вместе с Эльмаром Аблаевым. А крымско-татарский курс — это Эльзара Баталова. Мы с ней до сих пор общаемся. Вот Эльвина, ваш редактор, вот, боже мой, Эльдар, я фамилию уже не помню, Джилилов.
Он был одно время, вот сейчас недавно его назначили главным режиссером Симферопольского нашего крымско-татарского театра, но потом он недолго там просуществовал, его сняли оттуда. Вот. Генка Попенко — это мой однокурсник. Кого вам еще назвать? Кто еще из таких? Да нет, ну мы тут не линейку проводим. Да, Не обязательно. Просто вот знаете что? Вы, когда крымские татары возвращались, вернемся опять в детство, в юность, вы чувствовали, что это несправедливо такое отношение к людям, которые ни в чем не виноваты? А я просто помню прекрасно, как относились, да? Как были накрученные дети, дети в школе плевали, били там крымских татар, пытались оскорблять. Там, у нас, слава богу, такого не было. Нет. 23-я школа, у нас очень хорошая школа была, у нас такого, у нас были ребята, я же говорю, учились с нами вместе, никогда на моей памяти такого не было. То, что говорилось на улицах, что тогда же самозахват... весь набор стереотипов. Да, самозахват, захватывать, вот Симферополь, вот это вот зараза такие приехали, самозахват земли. У всех, естественно, у вас у всех оружие, схроны, между прочим, и там, знаете, там целые подвалы, если что, то капец, всем порежут. Реально боялись крымских татар. Знаете, просто интересно, вот как у людей, где в голове укладывается, вот люди переезжают из Узбекистана, из там, вот этих регионов, да, там последние деньги берут этот контейнер, где там какие-то бытовые вещи, да. Откуда, от какой сырости у крымских татар должно было завестись оружие? Никто не задумывался. Неизвестно это неизвестно, это какая-то, вот есть у них, вот есть. А с чем вот вы это связываете, Ань? Это с тем, что люди подсознательно понимали, что они живут не в своих домах? Конечно, на чужой земле, я думаю, да. Но это не то, что подсознательно, понимали. Кто начинал, это все, конечно, нет, и все, наверное, подсознательно понимали. Но вот сейчас вернусь, пропаганда, которая шла, то есть я же уже рожденная, война уже когда закончилась, когда это все, все события закончились, когда я даже не знала, во-первых, до какого времени я не знала про депортацию крымских татар, что случилось. Нас учили, что враги народа предавали, значит, наших советских людей немцам, поэтому заслуженно их увезли. Вот. И это было, это до сих пор есть, до сих пор же не признают, хотя это типа официально мы признали, что это была депортация и поступили несправедливо, но как бы на кухнях разговоры все равно другие. Все равно есть этот осадок, что справедливо. Даже вот если ты в Facebook залезешь, есть там очень много групп крымских. Я в основном смотрю, когда, потому что езжу домой, какая ситуация на границе. Можно ехать, нельзя, закрыта, открыта она сейчас, какие очереди там. И вот если, не дай бог, начинается эта перепалка, цепляется эта тема, это кошмар. Вы виноваты, да. Нечего было родину... Нечего было тут жить. Да, родину предавать. А сейчас когда в прошлом году на шарике Сталин летал над Белогорском, это же вообще кошмар. Адский трэш. Это вот настолько надо презирать людей, на земле которых ты живешь, чтобы их палачом украсить небо над городом, кстати, откуда моя семья, на Карасу-Базаром. Да. Это вот откуда это жестокость? Цинизм, такой-то кошмар. Откуда? Вот, вы понимаете, человек отличается от нечеловека эмпатией. больше фактически ничем. Так, руки, ноги говорят, как у свиньи все органы у человека, да, по большому счету. Да. Вот. Откуда, как в этом обществе выросла такая ненависть к людям, которых даже не видел никто? Вот даже они не видели этих людей, но они уже их ненавидели. Залезли в голову, научили. Мы же... Вернемся к спектаклю, я сразу перепрыгиваю. Почему «Воин, немой, волчица»? Что мы вообще такое, из чего мы созданы, что мы такое, что у нас в голове, почему мы себя ведем так, а не иначе. Буквально еще до 7 лет уже прошло, боже мой, кошмар, уже 8 скоро, Крым, к сожалению, не наш, не наш. Вот. Я помню людей, которые были до этого, боже мой, лояльно относились ко всему, они были нормальными. Не было такой ненависти к украинцам и крымским татарам. Я их помню, не было этого. Буквально за какие-то считанные месяцы, годы людям сломали голову. Люди у нас доверчивое существо. Вот оно верит, что оно получается, верит в то, что ему говорят.
И удобно, наверное, ему в это верить. Я не знаю, да, и если ты находишься, живешь в доме людей, которых депортировали, там еще горячая плита была, эти камни, еще еда была, их увезли, а тебя сюда привезли, конечно, ты будешь говорить, что они не правы, они предатели, они враги, их нужно увезти. Любую причину находить, почему они не должны жить тут. Конечно. Да? Потому что тут живу я же. Да, да. У меня прабабушка, вот прабабушка Шура, она всегда говорила, я руська, ну, украинскую мову спілкувалась, в Леватках она жила, они там все говорили по-украински, вот, и говорит, дітки, хто завгодно, от так, каже, гарно живете, у вас є що поїсти, в що вдягнутися, каже, хто завгодно, тільки не Сталін. І коли зараз я бачу, як я пам'ятаю слова моєї прабабушки, она в 101 год умерла, в 2011 году умерла, вот. И когда сейчас родственники несут этот дебильный, выбачьте, я не знаю, можно ли говорить такие слова, портрет, значит, бабушки, а тут портрет этого дяди, который летал на воздушном шаре усатый. Ну вот как? Я думаю, она там в гробу переворачивается. Вот что с ней происходит сейчас? Не, ну я думаю, видеть добрая ей память, раз она такая правильная была, и воспитала все-таки своих родственников, и вас в том числе. А скажите, ну, может, тяжелый личный вопрос, ну, можете называть, можете не называть ни меня, никакие. Вот вы в Киеве уже сколько лет? Я с 96-го года. Ну, это 25... целая жизнь. Да, 25 лет. Да. Вот. Но все равно в Крыму родственники есть. Вы ездите и до оккупации, и после ездите. Вот. Но вот эти связи, прежние друзья, вот эти, которые вскочили под российский флаг, да, которые вдруг стали, вот как вы говорите, что-то у них активировалось такое. Хотя вроде бы, да, таких историй сколько угодно, там у моих родственников, у моих друзей, там вот эти, ну, условные русские, которые вот привезли туда, они жили рядом, они там сначала боялись, что их зарежут, убьют, потом поняли, что их, в общем, вместо того, чтобы резать, пловом угощают, там, приглашают на дни рождения там, и так далее. Они вроде как стали нормально относиться. И 13-й год, вот он был перед оккупацией, он был, наверное, самым таким... Вышел фильм «Хайтарма», вышло, там даже русского консула убрали, который пытался там с крымских татар обзывать предателями. И как-то так все шло хорошо, да, и мы возили спектакли тоже в Крым. В этот фильм мы почувствовали, что мы на своей земле, все, это вот фильм был как-то выдох такой, все, мы тут, все, вот как бы уже никто нас отсюда не тронет, не унизит, ничего, не предаст, ничего. И эти даже вот условные русские, они как-то, ну все, так все, как бы, да, и вдруг раз, танк увидели, раз, сапог увидели, раз, и как будто люди просто как в фильмах про вампиров. Но я это наблюдал, находясь в Москве, на коллегах своих. Да? А вы это наблюдали на родственниках, на друзьях, на одноклассниках, там, на соседях. Мне повезло, слава богу. Вот. Мои друзья нормальные. Серьезно? Да, это правда повезло? Да, мне очень повезло. У меня прекрасные друзья, у меня прекрасная семья. Им сейчас очень тяжело, конечно. Вот. Тяжело в каком плане? В психологическом очень сильно тяжело. Но я вот, когда приезжать домой, я никуда не хожу вообще. Я не могу. Я сижу дома просто и все. Вот. Читаю книжку, я не могу ни в центр Симферополя выйти, на море, тем более. Я вот, хотя езжу на море, я уже не помню, когда я последний раз была на море. Ты не хочешь видеть этих... Я не могу, вот этих да. Я не могу. Особенно в начале, когда 14-й год, 15-й, это везде... Угар. Да, этот угар сумасшедший, ненависть, злоба такая непонятная. Сейчас уже, кстати, успокоились, потому что все равно это проходит, людям, ну, холодильник все равно побеждает всегда, людям нужно что-то кушать, и уже как-то поспокойнее, такого угара сумасшедшего нет. Вот, но все равно тяжело, и папа из-за этого ушел. Сердце не выдержало, потому что он украинец, он очень любит Крым, любил. Он всегда, Крым — это край, похожий на рай. Я его сколько просила, говорю, переедьте, пожалуйста. Нет, я пока это все не закончится, и он все время верил, что это должно закончиться, но не может быть такого, ну не может быть. И у меня сейчас, когда начинают говорить люди, там что-то происходит, говорит, да нет, будет по-другому, ну потому что не может быть такого. Я говорю, меня уже забрали родину. Вот, идет война. Может быть все что угодно может быть.
Поэтому, ну, я не знаю. Слушайте, а вот спектакль ваш, я на него не попал. Спасибо, что приглашали. Это то есть в своем творчестве вы же не какой-то попсой занимаетесь, вы же не Абсолютно поете, не нет. пляшете, да? Да. У вас театр, который ваш спектакль проходит в самом центре Киева, напротив Софийского собора. Это театральный центр Леся Да, іменно Леся Курбаса. Курбаса. До речі, я рекомендую всім туди ходити, там є афіша в Фейсбуке. Это на самом деле очень интересно. И вот с Анной, как, собственно, я познакомился, она пригласила на моноспектакль. Моноспектакль — это вообще какая-то своеобразная вещь. Я понимаю, что и антрепризные, и моноспектакли — это, конечно, в первую очередь, ну, экономично, да, то есть не каждый сейчас театр, даже большой, может позволить себе большие спектакли. Тут есть элемент такой, как бы, ну, то есть вот актерская профессия, она не очень благодарная в плане финансов, ну, если ты не суперзвезда какая-то там, да, или ну, короче, вот. С одной стороны, это типа дешево, а с другой стороны, как вы это играете, это очень... Я прям сидел, мне даже за вас иногда страшно было, потому что оно настолько эмоционально в это вкладываете, а когда один, то есть, по идее, вы же играете сразу за несколько, получается, да? Да. Переходите из роли в роль там и так далее. Но это отдельная кухня, моноспектакли. Это вот жанр, который я рекомендую. Я его почти не видел. Потому что все-таки раньше в Советском Союзе были там большие спектакли, там вот это все. Потом это как-то по-другому все. Я был лишен этого ощущения. И мне очень понравилось, честно говоря. Но вот этот спектакль, то, что вы ставите, как он называется, во-первых, спектакль про беженцев, про людей, которые вот именно в эту войну необъявленную вынуждены были покинуть там, Крым, Донбас. Да, називається це «Неде неждана» автор. П'єса називається «Кицька на спогад про темінь останній минулого Донбаса». А спектакль наш називається «Воїнім». Ой, «Воїнім», величезний другий спектакль. Это «Краще б я народилася кішкою». «Краще б я народився кішкою». Да, «Краще б я народилася кішкою». Это история, вообще, Неда сама родом с Донбасса. Я родом из Крыма. Неда Неждана, автор говорите, пьесы. Да. Не все по театрам ходим. Автор пьесы, вот, она родом с Донбасса. Вот, актриса, получается, которая играет, она родом с Крыма. Режиссер Западной Украины. Вот так вот мы все сошлись. Спектакль основан на... Она взяла за основу свою жизнь, ощущения все этого ужаса, войны, оккупации, войны на Донбассе, и историю, ей очень сильно запала она в душу, да, я думаю, она всем запала в душу, Ирина Довгань. Вы помните, это беженка, ее, ну, я думаю, вы знаете эту историю, когда женщину, не знаете, это ужас, женщину вывезли, ну, ополченцы, так сказать, вывезли на площадь. Донецк или Луганск. Знаете, когда ее унижали, привязали к столбу с украинским флагом, и эти животные ходили, ее тыкали, там, плевали. Там даже есть у Неди есть текст, що привезли на площу, загорнули в прапор, били, плювали, більше жінки. Ніхто не заступився, фотографувались на моєму тлі. От такі, ну, щемливі. Но я люблю этот спектакль не за такі вот болючие темы, вот как вот Ирина Довгань, а она описывает, вот, почему мы должны не забывать ни Крым, ни Донбасс. Вы знаете, я всегда разрываюсь, потому что есть же все-таки притча царя Соломона, когда две матери разрывают ребенка. Я вот когда думаю про Крым, я всегда, ну, может быть... Я не хочу, чтобы его разорвали. Ну, может быть, отдать, и тогда с ним будет все хорошо. А потом приезжаю и вижу, как левотки мои прекрасные, как ехать из Симферополя, это Севастопольская трасса, это, ну, Бахчисарай. Между Симферополем и Бахчисараем есть село Левотки, где куча садов, я так перепрыгиваю с темы на тему, куча садов, леса, ну как леса, там маленькие такие горбочки, это все стесано, оно теперь лысое. Там идет трасса. И все радуются, это круто, дорога. Я думаю, а зачем? Ну, для чего вам? Вы понимаете, для чего вам эта дорога нужна? Потому что они оккупанты, потому что им все равно. Вот и все. Да. И мне больно. Я думаю, ну вот как отдать? И у Неди там есть текст, говорит, земля не жива чи жива? От якщо жива, от жива земля, як її хоронить? Землю, з якою стільки пов'язано, як от? До нас колись приїжджали москвичі, і я почала акати. У нас прописка на язиці.
Вот. Наприклад, у нас на Донбасі кажуть каунчики. Це кавуни, такі маленькі, соковиті сорт вогнет. Пригадую, град побив кавуни, і нам дістались вони просто так. Ми розбивали їх і їли, солодкий сік стікав по руках і лицях, а ми сміялися і далі били. Для мене це Донбас, смак кавунів і абрикосів. Ті тут ростуть як бур'ян попід дорогою. А москвичі, як це все побачили, сказали, о, то у вас тут комунізм. От за це варто не забувати. За це варто воювати. Ну, таке важке питання. Не, я вас не принуждаю говорить слово «воевать», потому что, тем более, у вас мама там в Крыму. Да. Да, я могу и сам это сказать. От вас не особо Да. требуется. Вы на сцене делаете много такого, что нужно. И поэтому вот этот спектакль, мне просто обидно, что он пошел всего 5 раз. Вот вместе с этим разумом, который вас приглашал, он шел всего 5 раз. Мне обидно, что такие спектакли не пользуются, не то что популярностью, они не могут пользоваться популярностью, такие вещи. То есть эксклюзив, когда оно, вот то, что вы говорите, ну да, дорого, но это не дорого в смысле денежно дорого, это дорого сердцу, но это как... Ну, я не знаю, это Сикстинская капелла для меня. Это что-то очень-очень-очень ценное. Ну, смотрите, для вас, да, почему не ходят, объясню. Но это не попсовая тема раз, а потом эта тема, это как про... Ну, некоторым образом, как вот люди, иногда человек заболевает онкологическим заболеванием, и даже люди, которые близкие, они боятся к нему подойти. И как прокаженные, что ли. Вот, ну, не хочется с этим сталкиваться, да? Да. Вот, как бы мы же вроде живем, и мне вот недавно кто-то из жителей Киева сказал, или на Карпатах, что ли, мы были в Карпатах, говорит, я вот как задумаюсь о том, что вы пережили и переживаете сейчас, мне страшно. Мне вас так жалко. Я говорю, нет, жалеть нас не надо. Говорит, нет, ну, понимаете, я вот живу на своей земле, а вы не можете вернуться и пойти к родственникам, да, или пойти на могилу. Да. И она говорит, когда потом, или он там, мужчина, говорит, когда я об этом задумываюсь, у меня просто, вот, я просто понимаю, насколько это все больно. Это больно. И это больно переживать и тем, кто беженец с Донбасса или с Крыма, а другим это либо, ну, все равно, то есть они от себя это вот как-то отделили, отдали, вот как говорите, ребенка отдали, там потом, может, вернется, там, а пусть пока с чужими там людьми где-то в заложниках побудет, да? Ну вот, либо им тоже действительно больно и не хочется в негатив себя впускать. А у вас спектакли все серьезные, насколько я знаю. Ну, у нас есть и комедии, но я вот все-таки к негативу вернусь, почему он все равно нужно. У нас была девочка на этом спектакле, она с Донбасса. Она не знала, куда она идет, на какой спектакль. Это в Днепре мы его играли на фестивале. И после спектакля она не подошла, ничего, она вышла. Она 4 часа ходила, гуляла. И потом говорит, я сначала очень злилась. Зачем меня позвали на этот спектакль? Она беженка с Донбасса. У нее там осталась и квартира, и все, она в никуда ушла. Злилась. Потом начала это все прокручивать, я плакала. Я начала вспоминать, как это все происходило. Я вспоминала своих друзей. И стало легче в конце. Так вот, говорит, мне стало легче, я выплакала все. Так может, его все-таки все равно нужно показывать, все равно нужно, чтобы люди смотрели, чтобы не забывали. Потому что, знаете, так пленочка это все. Оно когда забываешь, то есть не надо, не мое, я не хочу это видеть, потому что это больно, я согласна. Я не хочу, но не хочу, и потом Сталин летает над Белогорском. Вот и все. Отлично сказано. Но, знаете, театр для того, чтобы плакать тоже. Да, конечно. И это такая же эмоция, это даже более сильные эмоции, чем смех. Да, вот театр для того, чтобы думать. Потому что, вот, например, «Вой немой волчица» у нас тоже о том, чтобы думать, откуда у нас информация берется, как нас давят, как нас прекрасная культура когда-то, прекрасная, наверное, как она нас задавила, что украинская, она не может прорваться, ну никак, этот украинский голос, я хочу кричать. Слушайте, Анна, а почему у нас так много ватников? Ну, как много? Я не статистик, я их не знаю количество. Вокруг меня-то их нету. Но в Херсонской области, говорят, их очень много. Там заповедник, наверное. А что это именно? Там кроме Херсонской есть еще другие. Николаевск, я просто езжу. Ну, говорят, что да. Я там не очень часто бываю. Но, ну, скажем, не то, что даже и ватников. Вот есть более широкие. Ну, ватники, бог с ними там. Но если человек на русском мире сошел с ума, ну, ему вряд ли что-то, кроме там пересадки мозга, конечно, не поможет.
может но ничего. никто ему мозг не даст. Но я даже про другое, про вот эту меньшевартость, да, так званую, Да. про вот эту вторичность, про Да. про это смотрение на Россию Да. снизу вверх, вот это присмыкание, это видно даже вот вроде современные люди, вот какие-то там креативщики, там какие-то такие, и раз они будем типа учиться у русских, каких русских, вы с ума сошли, они вас в грош не ставят. Вот чего не хватает многим людям? Вот... Любови к себе. Это вот я, кстати, хотела с вами об этом поговорить. Я вообще часто очень об этом думаю. У нас большущая проблема. Мы не любим себя. Так как Владимир Степанович, наш Завальнюк, директор театра, режиссер, основатель, говорит, что ну да, это, ну извините, но была империя, все лучшее забиралось. Что здесь оставалось? Что тут творили? Тут убили сколько людей, сколько умерло, кто остался, кто, ну, які нащадки кого залишились у нас тут. Откуда? Мне когда начинают, понимаете, наши кичиться тем, что мы нащадки казаков, их не так много настоящих. И мы их не знаем вообще. Мы не знаем волонтеров. Вот у меня Надя Сухарь волонтер. Ее никто не знает вообще. Она делает такие вещи, они собирают крышечки потом на протезы. Ой, расскажи про нее, расскажи. Это очень важно. На протезы потом эти крышечки, ну, они отправляют, их переплавляют и делают ребятам протези. Не знают, блукаючі волонтери зветься их группа. Вот. О них никто не знает вообще. Они себе тихо делают свою работу. Они плетут эти сетки, они собирают эти крышечки, у них там опекаются беженцами из Донбасса, детьми. Они просто, у меня когда опускаются руки, вот, ну, смотришь, куда мы летим. Куда? Все плохо, с Крымом все плохо. Вообще, с культурой у нас ну, жуть творится, жутчайшая. Вообще, Вы другое всех. хотели слово сказать? Во всех Или мне отношениях. Вот. А что это жутчайшее? Кинематограф украинский поднялся. А сейчас... Ну. Понимаете, он так туда-сюда, я не знаю, что будет дальше. Он-то поднимается, но я читаю теперешнюю политику, как это, повестку дня, смотрю, что там творится с Украинским культурным фондом, там как ребята, которые там работали, сейчас поголовно уходят оттуда. Не все так просто. Но, мы сейчас в это не влезем. Мы сейчас в это не влезем. А Надя просто они... Как бы не было тяжело, нет денег, никто не помогает, там, нет финансов. Зубы сомкнули и тихонечко делает свое дело. Она плетет мандалы, вот она это любит, она мне подарила. Что это такое? Это такие штучки, я даже не знаю, как их обозвать, назвать, что это. Это оберег, можно сказать. Из веревочек такие, из каркасика плетутся разноцветные такие штуки. Как елочное украшение. Макраме, что ли? Ну, нет, не макраме. Мандала это... Слушайте, надо погуглить. Вот это вот я ляпнула. А что это такое? Для меня это оберег, он дома у меня висит. Вот. На ключнице. Анна, а кто такие... Ну, мне тоже интересно. Вот я-то понимаю свое видение, но со стороны интересно узнать. А вот кто для вас такие крымские татары? Какие они? Ой, я жутко завидую крымско-татарскому народу, по-доброму. Чему же, извините, завидовать? 250 лет геноцида? Потому что, ну, смотрите, украинцев тоже пережили, и, ну, вы знаете, страшнющая история. У вас есть огромный, ну, я не знаю, плюс, это вы дружные, вы вот кулак. У вас, если что-то случается с кем-то, у вас собирается вся громада, вы друг другу помогаете. Вы тянете друг друга все время. Вы з таким уваженням і любов'ю. Я просто милуюся, коли бачу, як до батьків ставляться, до старших. Ну, это очень приятно. Это гостеприимство сумасшедшее. Когда приезжаешь, была история, мы поехали еще давно, это был 11-й год, по-моему, отдыхать. В Солнечногорске мы, по-моему, были. Вот. И был шинок. Ну, пошли кушать. В шинке волос оказался в супе. Ну, заберите, верните деньги. Дошло до того, что до драки дошло. Не будем возвращать, это выкинули и так далее. Мы уже собирались уезжать. Я говорю, все, накрылся отдых медным тазом, поехали. Не хочу я тут быть. И стоит чайхана. Сели, ребятам еще рассказали, что с нами случилось. Нас так накормили.
с собой заберите, парварда моя любимая, значит, с чаем, это все за наш счет, обязательно приходите. Вот мы каждый день приходили к ним, как к себе домой. Ну, потому что им было стыдно за то, что в их доме какие-то непонятные люди. Да. Ну, просто позор. Потому что нам за все неудобно было всегда. И вот я тоже, как приезжал в Крым, всегда ругался. Как ругался? Ну, я не ругаюсь, как на базаре. Но я ставил на место вот этих водителей маршруток. Вот этих. Не заходите больше там, или у вас тут ребенок типа орет и так далее. Ну вот это просто такое быдло Оно такое, сейчас да? есть то же самое, ничего не Нет, поменялось. сейчас, я думаю, хуже еще, потому что, учитывая видео, которые мы видим, людей, которые туда приезжают, это русские силовики, это, которым некуда ехать, да, это вот Тагил, нижний, верхний, средний и так далее, вот, и это просто страшно на них смотреть, да, но тогда все-таки, ну, как-то, мне кажется, попроще, потому что все-таки 75% было украинцев, а сейчас такого уже нет. Да. А что ваши родственники говорят вот про, или они не посещают курортов, вот про кто там сейчас на курортах, какая культурная программа, вот чем эти оккупанты там развлекаются, ну? Даже не знаю. Какая обстакановка на курорте? Обстакановка. Слушайте, мы были как-то в Алушту, приезжали. Они, понимаете, приезжают же туда или бюджетники, у которых денег нет, ну или силовики, у которых и так все есть all-inclusive в их заведениях этих. Вот. И бедствуются крымчане-то наши, потому что раньше, когда была Украина, наши приезжали, и приезжала спокойно Россия, пожалуйста, и Россия отстегивала кучу денег, потому что у нас намного все дешевле, то сейчас приезжают из России и говорят: вы что, подурели, такие цены? Цены выше, чем в Москве, да? Да, вы подурели, и поэтому закрывается очень много санаториев и всего, потому что людям удобнее на квартире себе кушать, приготовить, чем пойти там в ресторан, в кафе, что-то купить, что-то. Ну, все равно все счастливы, все хорошо у них, все замечательно. Вы понимаете, всрамся, це не така я українська, всрамся, но не здамся. Вот. Ну, як я можу сказати, що я був неправий? Ну, слушайте, вот на счастливы-несчастливы это вопрос такой очень сложный, потому что люди же демонстрируют одно, конечно, а в душе них может быть другое. И вот эти все годы мы наблюдаем, как вот эти ватники, смотреть на это и стыдно, и смешно, и горько, и вообще. Как они на коленях там некоторые стояли. Владимир Владимирович Путин. Произошла чудовищная ошибка. Это все нужно было снести, все Россия кругом, но вот наш рынок не надо было трогать. Вот это, пожалуйста, наше вот это вот место, вот тут забор поставили. Вот все правильно делает Путин, но вот тут забор к пляжу не надо делать, снесите забор. Я смотрю на этих людей и думаю, какие же вы дураки. Вот до такой степени, что даже до сих пор не поняли, вообще, куда приплыли. Не поняли. И не знаю, поймут ли. Понимаете, когда, может быть, совсем плохо станет, потому что когда приходишь вот в гости к крымским татарам, да не только, боже мой, сейчас везде форточки закрываем. Уже закрываем форточки. Вот. Тихонечко мы так вот мы разговариваем, не дай бог что. Это сейчас еще лайт-вариант, а оно будет все закручиваться гаки. К чему оно придет? Там не останется никого. Крымские татары уезжают. У меня целый район в Ирпене, крымчане знакомые уехали. Переехали все. А кто заезжает туда? Люди, которые считают, что это все их земля, а вы тут... Ветераны ФСБ и вооруженных сил Российской Федерации. Прислуга какая-то, ну, вы вообще непонятно кто. Ожидали-то не того люди. Ожидали, что... Но знаете что, Ань, я хочу сказать, что мне вот их мысли, если честно, меньше всего волнуют. Абсолютно. Да, потому что, ну, мысли амебы для меня просто до такой степени быть не людьми, чтобы предать свою родину. И я понимаю, что там не все. И референдума этого не было никакого. Там даже этот фейковый референдум, у нас же есть кадры. Там максимум 33% там было всего, что нарисовали вот там вот это все. Да? То есть это видно. Они все это подделали, а люди просто... Вот это, они по течению. Да. Просто, ну мы же это не можем изменить. А если мы это не можем изменить, то мы как бы вот бог с ним. Да, пускай оно как будет, так и будет. И все, не будем мы с этим ничего делать, нам удобно. Мы нашли, они так радуются, когда продукция-то стала не ахти,
Вот, и они говорят, а зато мы нашли там у одной хозяйки там коза, такое молочко вкусное, и сыр, а мы вот домашнее, вот еще где-то. То есть теперь началось, где бы достать. Знакомые такие еще с Советского Союза. Ну, так супер вообще, да. И пломбир зато вкусный. Да. Вот. И больно от этого всего. Больно. И непонятно, как могли вот мои все дойти, ну как мои, я же говорю, мои, слава богу, друзья да адекватные. Прям вот все у вас друзья все такие нормальные. Да ладно, кто-нибудь говорит, что ты там в своей этой хохляндии делаешь, Ань, возвращайся к нам. Не, ну есть друзья, есть родственники. Ой, вот, которые я ж приезжаю. Нет, там другой вариант, вот такие. Ну как там у вас, как там в Киеве? Я говорю, все прекрасно. Да, ну говорят, что там же ну, и цены такие, чуть ли у нас же зубожіння, все этих роются в мусорках. Это, кстати, благодаря еще украинским политикам, да? которые во время выборов вот эту чушь да, вот это зубожіння, это все, да, вот. И у нас все просто голодоморцы, валятся все вот так вот по площадями мертвые, все лежат, потому что кушать нечего у нас вообще все страшно. Я говорю, у нас все хорошо, у нас все замечательно. Ну, Пушкинскую 3 раза тут перекладывают камушки эти, потому что она что-то все время, блин, ломается. Ну, посрезали, везде деревья поубирали, но все равно все хорошо. Ну, воды вот не было. Все замечательно, все равно она есть, но по часам. А что при Украине не было, была тоже по часам одно время. Так что у нас все прекрасно, все замечательно. Приезжает оттуда в гости к тебе? Ко мне мама, ну как, мама уже давно не приезжала. Вот папа как умер, так у нее проблемы с ногой, она не приезжает. Не, ну, друзья, там, я даже друзья тоже, ой, давно никто не приезжал. Вообще, они все там сидят, боятся, во-первых, границы, потому что никто не знает, ты когда начитаешься в Фейсбуке, что там, не знаешь, где правда. А пишут же такое, что там чуть ли с нашей стороны не стоят уже с ножами, караулят, или в Нацгвардию сразу забирают всех. Вот кто переходит, сразу же в Нацгвардию, и все, и на фронт. Вот. Один дядька говорил, даже слышал, что у кого золотые зубы. Это я ехала в маршрутке, дед мне говорит, слушайте, а правда, что там на украинской границе забирают, значит, все деньги, даже у кого золотые зубы это вынимают и забирают? Я говорю, правда. А из кожи делают абажур. Да, конечно. Аккуратно, говорю, у вас нет случайно, так что смотрите, не улыбайтесь там на границе, потому что страшно очень это все. Про фашистов, да, спрашивают? Ну, это обязательно. Но мои как-то они адекватные, они просто говорят, а что мы должны были делать? Вот что? Если стояли там эти львовские бандеровцы с крымскими татарами, уже поезда были, чтобы нас резать. Что мы должны были делать? Вот так, я говорю, елы-палы. А люди, возраста, 40, вот мне 42, вроде ж... Меня так это удивляет, но в школе мы учились, в одной школе, мы учили одни уроки истории. Мы ходили к одним и тем же педагогам. Но я помню, нам не рассказывали про крымских татар. Но кто такой Сталин, что он натворил, кто такой Ленин, что вообще нам рассказывали. Я не могу понять, откуда оно появляется сейчас. Знаете, Ань, там ситуация такая. Я думаю, что тут отсутствует такое понятие, как логика, потому что а зачем крымским татарам было ждать столько лет, чтобы вас перерезать? А что мы раньше как-то сразу вы всех ходили расслабленные? Ну, значит, это надо кому-то. Вот. То все было у вас нормально, а теперь нет. Теперь пришел великий и могучий, и все. Знаете, что еще про шепот упомянули? Мне тоже люди приезжали и сказали, а мы идем с кем-то по Андреевскому спуску. И кто из Крыма приехал. И люди говорят очень тихо. Я говорю, а что так говорить? Ну, я не приветствую, когда на улице громко разговаривают. Это тоже какое-то кацапство. Но как бы они прям заметно тихо разговаривают. Говорят, такие, ой, да, мы же привыкли там. И вот просто когда до оккупации, я помню, в маршрутках проклинали и там власть. Где-то там на остановках они что-то там все ругались. Там все им не то, это не так. Если чуть что, значит, они идут там где-то митинги какие-то устраивать. А сейчас в маршрутках тишина, анекдоты рассказывают шепотом. Конечно. Да, не дай бог, кто услышит, доносик напишет какой-нибудь красивый. Да, они ругают до сих пор власть, украинскую, а как же, им есть что поругать, если ругать, а это все Украина виновата. Я думаю, ядрен батон, уже 7 лет, как вы тут в счастье в родной гавани, а вам все Украина виновата. Ребята, елы-палы, ужас просто какой-то. И верят же в это все, щиро верить.
что пытались, да, но у них не было другого выхода, их пытались убить всех. Чего? С какого переляку? Ну, жили всю жизнь жили вместе, вдруг вас собираются убить. Я помню, когда-то еще, когда вот это вот на Айпетре было, тоже же у нас как слухи ходили, что ой, сейчас будет страшно, сейчас там собираются крымские татары, они сейчас будут ходить по домам, всех вырезать, вот, аккуратно ходите по улице и так далее и тому подобное. Я помню, такие разговоры были. А кто был первый крымский татарин, с которым ты заговорила о депортации, о судьбе нашего народа и так далее? Лично, не где-то там. Ну, это, наверное, уже, слушайте, ну, уже в зрелом возрасте, когда мы готовили вот Бир-Елу, спектакль, только, наверное, здесь я столкнулась с этим. До этого не было надобности. Мы как-то вот, когда с ребятами, мы же в одном общежитии жили, у меня Эльмаска, она рядом со мной вот в одной комнате там научила меня даже пару фраз. Я крымчанка, по-татарски знаю селям, менсины ервалар, чайник хайнай и менсины севем. Вот. И Эльмаска учила всему, но никогда у нас не возникало, они никогда не поднимали этот вопрос, не говорили ни о чем. И мне как-то не было ни желания, даже не возникало такой вопрос, а поговорить, а как вы, ребята, потому что настолько были дружные, другим занимались. Нет, спросить, что у вас на душе. Как 17 лет, и почему-то тогда и спектаклей не было вот именно о теме крымских татар. Они тогда играли Шекспира, Гарсия Лорка «Кровавая свадьба» была. А вот когда уже начали, у меня просто Кирилл, который написал вот пьесу «Бир-Елу», и вот стихи в Фейсбуке, это монолог крымской татарки, я постила на день депортации из крымских татар, это тоже он написал. У него мама занимается крымско-татарским вопросом, она консультант по этому поводу, она очень переживает вообще за крымских татар, за то, что вы сейчас вообще и были без земли, получается, на своей родине, побили совсем чуть-чуть, абсолютно, и опять куда? В никуда просто, получается. Просто в никуда народ уходит. И мы начали создавать вот этот спектакль. Я в него влилась уже в 2015 году. И только тогда я начала узнавать вообще, что такое депортация, как эшелонами увозили просто людей. Ничего нельзя было. Когда люди приходили с войны, вот он только орден получил. Приходит домой, ему говорят, собирай давай вещи, нужно переехать. Ну, наверное, кто-то нападать, наверное, будет опять какой-то, немцы нападают, очевидно, что нам переезжать. Собрали, корову не бери с собой, только личные вещи, и людей увозят в никуда. Вот, то есть это в возрасте уже 25-30 лет я начала осознавать, что было. И опять же, благодаря театру. Благодаря искусству. Поэтому вот, у нас беда большая у Украины. Вот то, что вы говорите про меньшевартость. Почему я говорю полюбить себя? В культуре тоже полюбить себя нужно. Нужно Россия это или Европа. Вот это нас мотыляет туда-сюда. Мы все время кажется, что мы хуже. Вот нужно вот как в России, потому что вот они лучше. Или как в Европе, потому что они там знают. Мы-то... Вот, они знают, как надо, а сами мы ничего придумать не можем. Я говорю, сколько можно уже, да расправьте вы плечи, да полюбите вы себя, да у нас такая культура, что сховаются все, у нас такие песни украинские, а крымско-татарские, а хайтарма. Я когда слышу хайтарму, у меня ноги сами в пляс идут. А что, умеете танцевать? Ну, я как могу, понимаете. А птичка танец, это же никто не знает об этом. У нас Альмаз танцевала, когда, понимаете, это реальный полет. Да. Когда так дергаются пальчики, и ты не видишь, оно движется, не движется. Такое ощущение, что парит в воздухе. Кто знает из наших людей, вот почему такая ситуация, почему у нас много ватников? Из-за культуры. Из-за культуры, из-за того, что нас не знакомят с крымскими татарами, с их культурой, с нашей украинской культурой. У нас все время мы в шароварах, мы бедлота якась, наша хата з краю нічого не знає, ми нічого не вміємо. Все. Вот как это? Тут, знаете, что я вам скажу? Вот эти стереотипы, они на самом деле, конечно, колонизаторами насаждались. И если, вот вы же сказали, это шаровары, можно добавить борщ, горилку и вареники, да? И еще красивые хохлушки, вот это все, да? Вот. А крымские татары — это чебуреки, пахлава медовая. Да. А вас тут шурпу варят. Да, вот такой. И даже некоторых людей так
пристыживают чуть-чуть, когда они начинают про Крым вспоминать. Но я их в этом не виню, понятно, они там детьми, с родителями приезжали. Вот там, помним, самая вкусная еда была вот у крымских татар. Но я понимаю, что они хотят сказать комплимент. Но а вы не хотите спросить, допустим, у крымского татарина, а когда у вас тут театральное искусство появилось, или университет в 1501 году, первый вообще на территории современной Украины, или когда я говорю, что, не знаю, вы об этом знаете или нет, когда я говорю, что в Бахчисарае при жизни ставили пьесы Мольера, наверное, это ставит в тупик некоторых людей. При жизни. Ничего себе. 17 век, не знала. Ну, я в Крымско-татарском театре, когда была маленькая, выступала. Вот, помню, в смысле? Это ну, на сцене Крымско-татарского театра. Ну, у нас же все конкурсы, смотры проходили там. Тогда он не назывался Крымско-татарский театр, тогда это был ДК, его как-то называли. Да. Но это деревянная сейчас старю, ее ж не меняли, по-моему, эту сцену. Старинная, такая старая, я помню, этот паркет, старая сцена. Вот. А потом вот поремонтировали, я не знаю, даже отремонтировали его, нет, я уже так давно там не была. Сейчас ребята, как раз крымско-татарский курс, они там почти все. Тяжело, конечно. Вот я общаюсь здесь, Диляра у меня подружка, общаемся, она говорит, очень тяжело. Ну, вы только фамилии не называете, потому что, да. Да, тяжело им. Тяжело и с детьми тяжело в чем? Вот, ну, без фамилии, просто в чем тяжело? Вот, о чем вы говорите? Психологически тяжело. Когда ребенка называют чуркой, а там уже вернулась к этому в полной мере, да? Это было еще, причем она мне это год назад писала, наверное. Потому что вот в 2013 году как раз наступил такой момент, ну, до оккупации, когда уже и как бы, ну, даже, ну, может, где-то в кухнях и говорили, но это уже было не принято в публичном поле, вот так детей тем более обижать. И так. Это все вернулось быстро, да? Да. Нам это вот, называют, ну и кто вы такие? Узбекистан, убирайтесь в Узбекистан. Да, едьте, да. Ну, вот то, что предатели и так далее. Вот. Им тяжело. А говорит, а уехать, ну, во-первых, почему? Почему я должна почему уезжать? Я должен уехать? Это первое, что человек задает себе вопрос. Да. Ну, уезжают, когда совсем уже безвыходно. Это моя земля, почему? Нет, и живут там. Хотя, с другой стороны, там же строят сейчас мечеть, строят большущую, это белая мечеть. Вот, как бы мы же все делаем. В чем это очень дело? Интересно, да? Мы все делаем, а они все недовольны. Да, наверное, потому что мечеть это не здание все-таки. Как и, наверное, любой храм, включая храм искусства. Да, там, театр это не здание, это люди. Да. Я всегда говорю, что театр это люди. Вот у нас нет здания, и наш коллектив очень маленький. У нас всего 8, да уже было 8. У нас осталось только 2 с этими пандемиями. Как это вдвое в театре? Вот так вот, я и шеф. Вот почему сейчас моноспектакль? Ну, у нас как приходящий и уходящий. Получается, понравилась какая-то пьеса, вот загорелись мы. Ну, мы поставили Гамлета, я играла Гамлета. Я в Шанхае. Да, вы, возможно, впервые видите актрису, которая играла Гамлета. Причем, кого еще вы играли? Знаете, со своей вот скромностью симферопольской, очень скромная, могу сказать, что люди, которые видели Высоцкого, сказали, что даже не хуже, а может быть даже лучше. Все, я должен это увидеть, потому что в голове мне не укладывается. Да, вот, мы возили этот спектакль в Шанхай, мы были на Всемирном шекспировском фестивале, и люди были просто приголомшены. Какой это год? 2016 это вот был все-таки год. Я одичал, конечно. Я человек, выросший в театре, и видишь и на сцене там таких звезд советского театра. Я одичал немножко. Да. Я, к сожалению, приглашают актеры, актрисы, режиссеры украинские. Я тут бываю все-таки, но видите, не все я вижу. Так все не все. Проблема, у нас проблема, потому что нет человека, который бы... Есть актеры, есть режиссер, но нет человека, который бы это все собрал рекламу, как всегда. Тут всего все, как бы я стараюсь поддерживать всех творческих людей, тем более некоммерческой такой истории, как вы. Вот. И я вот что хочу спросить. Ну, это просто мне в голову пришло, может, куда я лезу вообще? У нас минута там осталось, 1,5. Вам не хотите ли вы сделать спектакль с хорошим, допустим, или с актрисой крымско-татарской, которая вот о том, о чем вы говорите, вот это все пока... Ну, конечно, я понимаю, что нужна пьеса, нужен режиссер и так далее, но мне кажется, все-таки это было бы... Мы всегда открыты. Главное, материал, пьеса, вот чтобы...
Мы только за. Мы только за. Я понял. Если появится материал, потому что у нас есть вот сказку мы крымско-татарскую делали, у нас про Грицька характерника, боже, як сказка називається, Сашко Лірник, про Грицька характерника і татарського богатиря Ахмета, ні, про татарського богатиря Ахмета і Грицька Кобилячу смерть, про дружбу украинцев и крымских татар. Вот смотрите, спасибо, Анна, большое. Анна Яремчук была с нами, такая экспрессивная актриса. Это, видимо, накладывает еще отпечаток, я говорю, моноспектакль. То есть она играет все сразу, но она и честный человек. Я еще и крымчанка, из Симферополя. Мне не нравится слово крымчанка. крымчане, нет. Видите, а я привыкла Вы с детства. жительница Крыма. Да, Просто я это выводили специальную породу, типа, это как дончане. Вот народ Донбасса. Говорит. А как это с луганского на донецкий переводится? Да? Народ Луганска. Вот, да. Что хочу сказать. Авторы, пишущие, молодые, начинающие, не начинающие. Это речь не про коммерцию. Но если вы напишете хорошую пьесу для украинской актрисы и крымско-татарской актрисы, например, а там уж ваш полет фантазии, то ее точно будет кому сыграть. Еще раз спасибо нашей гости, Аня. Спасибо. Спасибо за то, что понимаете все так, как именно это должно быть понято любыми людьми нормальными. Я благодарю зрителей канала АТР за то, что вы поддерживаете нас через Patreon. Подписывайтесь и будьте постоянными донорами канала, которым, я считаю, каждый крымлы и украинец может гордиться, потому что мы тут не занимаемся ерундой, приглашаем настоящих людей и говорим, стараемся... Нет, не стараемся, мы говорим всегда правду. Спасибо, смотрите АТР.